1946 год. Первый год мира после нескольких лет войны в Ленинграде, потерявшем более миллиона своих жителей. В этом году, 20 ноября, в день архистратига Божия Михаила, в семье Михаила Васильевича Гундяева рождается ребенок, которого называют Володей в честь святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Похоже так, что я всегда хотел быть священником, сколько я себя помню. И я стал служить, наверное, где-то в 3-летнем возрасте. И у меня было игрушечное облачение, филонь, и петрохиль, палица. И почему-то я из круглой коробки торта любил делать белый клобук. И служил в этом белом клобуке. Ну, а где-то уже к 5-6 годам я мог наизусть отслужить панихиду и молебен. Знал тропари, мог петь. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои оброченцы. Гундяевы – старинный крестьянский род с мордовскими корнями. Этот маленький деревенский дом с огородом помнит несколько поколений Гундяевых, которые до манифеста были крепостными крестьянами. Все предки патриарха по линии отца, по крайней мере, с XVII века, жили здесь, в селе Оброчном, бывшей Арзамасской губернии, а сейчас в Мордовии. Его дед Василий за помощь семьям арестованных священников, за попытки открыть в родном селе закрытый храм, прошел 46 тюрем, 7 лагерей и провел в заключении в общей сложности почти 30 лет. Когда его посадили во второй раз, в 28 году, то известно, что в 30-х годах начался страшный голод в Поволжье. Деда арестовывают, его арестовывали вот в этом доме. И бабушка говорит: а на кого же ты нас оставляешь? 7 человек детей, плюс 1 сирота, которая была взята на воспитание. Но дед сказал, что поскольку я за Христа иду страдать, то волос с вашей головы не упадет. И вот начался голод, и вся еда была съедена. И у бабушки осталось какое-то небольшое количество муки. Она спекла из этой муки лепешечки, раздала детям и сказала, что дети, вот мы это съедим, и больше у нас ничего нет. У соседей ничего нет, ни у кого ничего нет. Поэтому мы должны готовиться к смерти. И в эту же самую ночь раздался какой-то непонятный стук в окно или в дверь. Бабушка выскочила и слышит странные какие слова: «Хозяйка, принимай товар». Открывает дверь и смотрит, стоит какой-то мешок рядом. И никакого присутствия людей. Смотрела направо, налево, выскочила на дорогу. Никого нет. Затащила этот мешок в комнату, он оказался полон муки. Кто был тем добрым человеком, который спас тогда мою семью? Скорее всего, по промыслу Божию какой-то добрый человек нашелся. На Соловках дед получил такое тяжкое наказание. 30 суток карцера на Секирной горе. А заключенные на Секирной горе вязали плоты, стоя по пояс в холодной воде, в Белом море. Говорят, что больше 10 дней никто там не выдерживал. Люди просто погибали. Дед выдержал 30 дней. Христианский подвиг Василия пришлось повторить и его сыну. В 1933 году молодой конструктор завода имени Калинина Михаил Гундяев на клиросе одного ленинградского храма встретил свою невесту, студентку иньяза Раису, маму будущего патриарха. За несколько дней до свадьбы отца арестовали.
Ему инкриминировали участие в боевой группе людей, которые якобы ставили своей целью убийство Сталина. И вот папа рассказывал, что следователь вынул пистолет и требовал, чтобы он признался. Папа говорит: ну как же я, бедный студент, живущий в Ленинграде, могу убить вождя, который живет в Москве, он за большой Кремлевской стеной, у него охрана. Следователь ему дает бумагу, ручку и говорит: вот ты и напиши, как ты это хотел сделать. Его предупредили, что если он не подпишет, то он будет расстрелян. Но он сказал, что он предпочтет смерть, потому что как христианин он не может взять на себя такой грех. Он никогда никого в принципе не мог бы убить. В результате он получил всего 3 года. Если бы отец задержался на Колыме хотя бы на полгода, то он бы уже попал в мясорубку 1937 года. И он бы точно оттуда не вышел живым. Вот так, по милости Божией, отец избежал гибели. И, вернувшись, они с мамой повенчались. Она его ждала, хотя тот же следователь, к которому она пошла выяснять судьбу отца, сказал ей, что ты забудь того своего молодого человека, ищи другого, он не вернется. Вот она с этими мыслями и жила, долго даже не зная, где он находится. Через год после рождения Володи Михаил Гундяев стал священником. А еще несколько лет спустя и дед Василий, вернувшись из лагеря, принял священный сан. Религиозность в послевоенном Советском Союзе была огромная. В Ленинграде действовало 14 храмов, и в них невозможно было войти. К тому времени открытые гонения на церковь были приостановлены, но священнослужителей притесняли иными способами. Запрещали проповедовать, перемещали с одного прихода на другой или заставляли платить налог на якобы большие неучтенные доходы. Отцу Михаилу, а у них с Раисой было тогда уже 3 детей, присудили штраф в 120 тысяч рублей. Ну вот тогда машина такая, Победа, может быть, кто-то помнит еще эту машину, она стоила 16 тысяч. Значит, нужно было целый парк этих Побед папе оплатить. Естественно, все это было с потолка взято, никаких денег не было в семье. Ну вот и тогда наложили арест на зарплату, описали часть имущества, то, что по закону можно там было описать. И мы жили в нищете. На 5 человек, у нас была одна комната 19-метровая, и маленькая такая щель, которая называлась «Папина комната». В этой щели стояли полки, набитые книгами, папин письменный стол и узенькая такая кроватка. Жили очень дружно. Не было ни горячей воды, ни парового отопления, ни газа. Готовили на керосинках. Потом появилось величайшее изобретение человечества – керогаз. Уже можно было быстрее вскипятить воду. И вот люди приходили и вешали на ручку входной двери сеточки, тогда с сеточками с такими ходили. Ну, там вот, помню, была селедка, там кусок хлеба, там банка или бутылка подсолнечного масла. Но я благодарю Бога, я неоднократно уже об этом говорил, и сейчас хочу сказать, что благодарю Бога за то, что я прошел через этот опыт нищенской жизни в семье священника, потому что быть священником в моем детском сознании никогда не ассоциировалось с материальным достатком. Город на Неве, где прошли детство и юность будущего патриарха, это город особенный. Здесь встретились 2 цивилизации. Петербург никогда не переставал быть русской православной столицей, несмотря на то, что в культурном плане в нем всегда происходила встреча с Западом. И вот это сочетание верности своим принципам с готовностью к диалогу наложило свой отпечаток и на характер будущего патриарха. Вот это у меня очень глубоко, как бы в моей природе, да? Я много лет своей жизни посвятил диалогу с людьми других взглядов и убеждений. Когда меня спросили публично на уроке истории, верю ли я в Бога, я сказал, что я верю. Потом после этого началась целая кампания такая, меня вызывали на педсоветы, устраивали диспуты, пытались меня переубедить, но никто из преподавателей к этим диспутам не был готов. А я сказал простую вещь, что я готов быть пионером,
при условии, если я в красном галстуке могу пойти в храм и причаститься. Если же вы потребуете, чтобы я красный галстук снимал перед входом в храм, то я не согласен. Это двойная мораль, двойная жизнь, а так я жить не хочу. В конце концов, отстали. Детская мечта о священстве росла вместе с Володей. Но на пороге юности он заколебался, не получить ли сначала светское образование на физическом факультете Ленинградского университета. Старший брат Николай уже учился в духовной семинарии и порекомендовал ему посоветоваться о своем будущем с правящим епископом Ленинграда, которым был тогда митрополит Никодим. Митрополит Никодим занимал ответственную должность председателя отдела внешних церковных связей. Фактически, на тот момент он был вторым человеком в церкви. К тому времени власти вновь взяли курс на искоренение религии. Хрущев пообещал через 20 лет показать по телевизору последнего попа. Возобновилось массовое закрытие храмов и монастырей. И кроме того, происходила смена поколений в епископате русской церкви. Старые архиереи уходили в мир иной, а новых власти запрещали рукополагать. В эту тяжелую эпоху митрополит Никодим сделал, казалось бы, невозможное. Сумел убедить власти в необходимости подключить церковь к миротворческой деятельности на международной арене. А для миротворческой деятельности нужны молодые, способные архиереи. Встреча с владыкой Никодимом определила всю жизнь будущего патриарха. Он поступил в семинарию, всего полгода проучился как простой студент, и митрополит взял его себе в помощники. Весной 69-го Владимир, которому тогда было 22 года, подал прошение о монашеском постриге. И 3 апреля владыка постриг его с именем святого равноапостольного просветителя славян Кирилла. До последнего момента даже покойный владыка Никодим был уверен, что может в любой момент наступить то время, когда мы снова все окажемся в лагерях. Он мне об этом прямо говорил: мы должны об этом помнить. Эта перспектива никуда не уходит. В любой момент это может произойти. И вот связывать себя с человеком и подвергать рискам свою семью, я считал, конечно, делом очень таким неправильным. Но это только одна часть, конечно, рассуждений. А дальше условия жизни. Владыка Никодим очень хотел, чтобы я стал монахом. И он меня поместил в такие жизненные обстоятельства, когда не то, что там с девушкой встретиться, а в окно выглянуть некогда было. А потом подошел 3-й курс академии, он мне сказал: ты уж выбирай, что тебе делать. Так вот и выбрал. Он почему-то требовал, чтобы я за 1 год сдавал 2 курса. И мотивировал он так, что по завершении учебы, может быть, мне удастся послать тебя учиться за границу. Знал, на что нажимать, потому что я всегда стремился к тому, чтобы учиться. И думал, что неплохо было бы поехать куда-то, изучить язык, подготовить диссертацию, все. И поэтому за 4 года я закончил курс семинарии академии полный. Когда иеромонах Кирилл спрашивал митрополита Никодима, куда он отправит его на учебу после академии, тот отвечал: скорее всего, в Оксфорд. Но когда академия была окончена, владыка сказал: следующее поколение будет учиться в Оксфорде, а твоему поколению нужно работать. И послал его представителем в Женеву при Всемирном совете церквей. В Женеве у молодого пастыря сложились добрые отношения и с западными христианами, и с сотрудниками советского посольства. Ему даже приходилось тайно венчать наших дипломатов. Было 2 случая, когда один, а потом другой попросили меня обвенчать. Причем сопроводили это заклинаниями о том, что если хоть одна душа узнает, то непременно что-то с ними произойдет. Но я их успокоил, сказав, что священник призван принимать исповедь и хранить ее в тайне. Вот вначале одну пару обвенчал, другую пару обвенчал. Но самое в этом деле примечательное было то, что когда я венчал 2-ю пару,
то этот человек говорит: ну я вас очень прошу, вы, конечно, понимаете, нужно молчать, никому не говорить. Но особенно не скажите тому человеку, и он называет имя того, которого я повенчал до этого. И вот я подумал: Господи, живем в королевстве кривых зеркал. 2 православных человека, 2 православных семьи. Работают за рубежом, отстаивают интересы своего государства. Но почему же нужно по религиозному принципу и признаку так разделить народ, чтобы люди не доверяли друг другу, боялись друг друга и даже ненавидели друг друга? В 28 лет архимандрит Кирилл возвращается из Женевы и становится ректором Ленинградской духовной академии. А спустя год, в 29-летнем возрасте, его возводят в сан епископа. Середина 70-х годов. Давление на церковь несколько ослаблено, но церковь по-прежнему остается социальным изгоем. Власти следили за всей жизнью церкви, но особое внимание было к духовной академии. Ведь она должна выпускать только таких священников, какими их представляла официальная пропаганда, полуграмотных, отсталых, косноязычных. Поэтому абитуриентов отговаривали от поступления. Списки студентов сокращали, самых лучших отчисляли. Ректору приходилось бороться за каждого студента. Владыка Кирилл делал все возможное, чтобы в академии появлялись интеллигентные, эрудированные и талантливые молодые люди. Он начал лично экзаменовать преподавателей, организовал перевод и сам издат зарубежной христианской литературы. Даже открыл с помощью дипломатической хитрости отделение для девушек-регентов. Одну девушку из Финляндии привез я. Вот, а потом под нее вроде как надо и своих. И власти, скрипя, конечно, как говорится, и чиня всяческие препятствия, не хотели даже эту финку принимать. Но потом согласились, потому что надо было демонстрировать все-таки религиозную свободу в Советском Союзе. Но как только согласились на эту финку, попали в ловушку, которую я расставил. Говорю: а как это будет выглядеть, что на всю духовную академию одна девушка и та из Финляндии? Все же нас обвиняют в том, что мы пропагандой занимаемся. Давайте под эту девушку наших. Ну вот удалось еще 4 наших девушек, но потом пошло. Пока был жив митрополит Никодим, власти не трогали молодого и активного ректора академии. Но после его смерти в 1978 году архиепископ Кирилл сразу же почувствовал неприятный холодный ветерок, который со временем все усиливался. Такой был драматический момент. Сгущались надо мной тучи. Я чувствовал недовольство властей. Ну и потом, это было 26 декабря 1984 года. В этот день я хотел отметить 10-летие своего ректорства, потому что был назначен день 10 годами раньше. И было заседание ученого совета. И я сказал эконому академии: вы, пожалуйста, шампанское к концу заседания принесите. Ну вот где-то на половине заседания пришла моя секретарь Наталья Федоровна и в заплаканном каком-то таком состоянии дает мне телеграмму. И там сказано о том, что я перевожусь в Смоленск. Смоленская епархия – одна из древнейших в русской православной церкви. Однако в советское время многие храмы и все монастыри Смоленщины были закрыты, и это была одна из самых бедных епархий. В морозный январский день 1985 года архиепископ Кирилл, изгнанный из Ленинграда, прибыл в Смоленск. Я сразу с вокзала поехал в кафедральный собор. Должен сказать, что душевное состояние было тяжелым. С одной стороны, я как бы понимал, что я стал жертвой какой-то политической манипуляции. И было жалко покидать родную для меня академию, людей. Обрывались все планы. Вошел в собор, и как только переступил порог собора, вот почувствовал, что я не случайно оказался здесь. А когда подошел к чудотворному образу Смоленской Божией Матери, то почувствовал успокоение. Я понял, что это мое место.
Дорог не было, электричества часто во многих местах не было. Храмы не восстанавливались. Они были открыты во время войны, но вот так и стояли, знаете, с подбитыми потолками, какими-то газетами времен оккупации, с земляными полами нередко. Я мылся в котельне, где стояла такая котел на солярке, ну, с соответствующим запахом, грязью. И мне так вот просто одну такую лавочку мыли, постилали на эту лавочку белое полотенце, давали шайку в руки. Вот так я и мылся в Смоленске, по крайней мере, в течение 5 лет первых. Не до строительства бани было. Весенняя распутица не позволяла пользоваться обычными автомобилями, поэтому архиерей ездил по приходам на Ниве, но и она не всегда спасала. Однажды пришлось переезжать неглубокую реку. Нива застряла и двигатель заглох. Выбрались на стартере, а в другой раз пришлось пересесть на лошадь. Я знал, там, у одной бабушки была лошадь с телегой. Я пошел к ней и говорю: давай, владыка, вот приехал владыка, надо его довести как-то. Там положить там какой-то коврик, там соломка, сено подложить, чтобы владыке помягче было ехать. Ну, сели, владыка сел сзади, ноги опустил. И так едет, как бедный так родственник, сидит так бедный, там, его трясет всего, но и терпит. И он, владыка, сказал, говорит: если бы я знал, что такие приходы в наше время, говорит, я бы по-другому учил бы семинаристов, по-другому совершенно. Я всю жизнь прожил в Ленинграде тогдашнем. По роду деятельности выезжал за границу, работал в Москве, а вот в деревне никогда по-настоящему не жил и в провинции не жил, поэтому пребывание в Смоленске меня очень обогатило опытом вот этой провинциальной жизни со всеми положительными и со всеми, может быть, и отрицательными сторонами. Но дало возможность понять, что Россия, русская церковь – это не только Москва и не Петербург. В те годы, несмотря на начало перестройки, власти еще продолжали препятствовать открытию новых приходов. Но молодой архиерей, преодолевая это сопротивление, активно взялся за дело, реставрировал старые храмы и открывал новые. За годы служения владыки Кирилла в Смоленской епархии число ее приходов увеличилось с 35 до 140. Было открыто 10 монастырей. Из самой бедной епархия превратилась в одну из самых процветающих. И вот для меня открыть новый приход означало не просто добиться согласия властей, но найти деньги для того, чтобы купить священнику жилье. В обязательном порядке купить какую-то старенькую подержанную машину. Несколько позже, когда стала наша армия выходить из Германии, то было вывезено большое количество знаменитых ГДРовских трабантов, таких бумажных автомобилей пластмассовых, двухтактных, которые, конечно, производили странное впечатление. Но мне удалось получить пару десятков этих трабантов, и я посадил на них всех священников в бедных деревнях. А для них это была жизнь, потому что сразу связь с районным центром, они могли детей вывезти в больницу, если нужно. Еще в 85-м смоленский архиепископ создал первый приход в Калининграде. До этого в бывшей Восточной Пруссии не было ни одного православного храма, и верующие по праздникам ездили в соседнюю Литву. Когда архиерей впервые приехал в Калининград, на вокзале его обступили люди. Они никогда не видели живого священнослужителя. Один даже дернул его за бороду, не верил, что она настоящая. К Калининградской епархии митрополит Кирилл всегда относился с особым вниманием. И даже став патриархом, оставил управление ею за собой. Ведь именно его стараниями бывший атеистический регион вырос в христианскую общину из 78 приходов. А в поселке Изобильное, на руинах бывшего колхоза, появился женский монастырь. С того дня, как только пришли сюда монашествующие, это новое место, которое должно было стать монастырем, стало подвергаться всяким напастям. Вначале сгорел этот дом, в котором мы сейчас живем. И не успели мы его восстановить, как тут же сгорел сарай, коровник. Когда владыка узнал, что сгорел коровник, приехал, посмотрел на меня строго так,
как же так, Машка, вот сгорел коровник, как же так? И вдруг он увидел храм. И говорит, о, храм! Забыл про коровник. Побежал в храм, буквально в смысле слова, очень быстрым шагом. У него такая легкая походка, быстрым шагом. Зашел и все мне простил. Год тысячелетия крещения Руси стал переломным в жизни русской церкви. Первоначально планировалось, что это будет узкоцерковное празднование, не выходящее за рамки приходов и монастырей. Но 1988 год пришелся на разгар перестройки. Миллионы людей, разочаровавшиеся в атеистической идеологии, начали искать дорогу к храму. И власти были ошеломлены тем размахом, с которым прошли торжества по городам и весям Святой Руси. Государство начало пересматривать свою политику в отношении религии и отказалось от официального атеизма. Церкви нужно было в сжатые сроки выработать новую модель взаимоотношений с внешним миром. Потребовались свежие силы на ключевых церковных постах. В 1989 году архиепископ Кирилл возглавил отдел внешних церковных связей Московского патриархата, заняв кресло, в котором некогда сидел его преснопамятный учитель митрополит Никодим. Отдел в то время выполнял роль главного мозгового центра Русской Православной Церкви. Мандат отдела был очень широким. Это и связи с поместными православными церквами, и контакты с католиками, протестантами, представителями традиционных религий. Это и выстраивание отношений с соотечественниками за рубежом. Но самой главной и самой сложной задачей было выстраивание отношений с государственной властью на всем пространстве бывшего Советского Союза, где происходили судьбоносные перемены. В августе 1991-го наступил критический момент, когда церкви необходимо было выразить отношение к захватившим власть путчистам. В Успенском соборе Кремля совершал праздничную литургию на Преображение патриарх Алексий. В самом начале службы к нему подошел митрополит Кирилл и тихо сказал что-то на ухо. Патриарх, немного подумав, дал указание диаконам. И вот впервые за много веков за богослужением не поминалась гражданская власть. Нельзя было бы тогда поминать власть. Мы же не знали, что за власть. И церковь должна себя была позиционировать совершенно определенно, как сила, не поддерживающая происходящее. Единственная возможность тогда была выразить это непоминовением власти. И я с благодарностью вспоминаю ответственное решение покойного патриарха, когда я эту идею ему высказал, а решать все нужно было за минуты. Он на мгновение задумался, я понял, какой он груз на себя принимает. Никто не будет знать, кто ему эту мысль предложил. Все будут знать, кто ее реализовал. И он, задумавшись, сказал «да». И мы поступили так, и поступили правильно. «92-й год. Вслед за советской идеологией рухнуло и само государство. На волне всеобщего разделения нелегко было сохранить духовное единство народов исторической Руси. Бывший киевский митрополит Филарет Денисенко инициировал раскол. На архиерейском соборе он потребовал автокефалии для украинской церкви, а когда собор не поддержал его, призвал всех украинских архиереев покинуть зал и первым двинулся к выходу. 4 или 5 архиереев встали, и все. Вышел владыка митрополит Кирилл на трибуну и таким решительным голосом сказал, обращаясь к украинским епископам: братья, прежде чем сделать следующий шаг, подумайте, какую огромную ответственность вы берете на себя. Подумайте. И никто за ним не пошел. Все сели на свои места.
благодаря позиции митрополита Кирилла было сохранено единство нашей церкви, и украинской церковной драве он положил конец. Церковь никогда не должна занимать ту или иную сторону в политической борьбе. Но на протяжении веков она печаловалась перед властями о народе, о боли и скорби людей. Нередко ей приходилось играть роль посредницы между враждующими сторонами. Ну, вот эти дни в октябре 1993 года были, наверное, одними из самых тяжелых в моей жизни. Потому что я был инициатором того, чтобы церковь включилась в переговорный процесс. Мы узнали о событиях, находясь со Святейшим Патриархом в Калифорнии. И когда летели из Анкориджа в Сан-Франциско, то я подошел к нему, сел рядом с ним и стал излагать ему свой план. Этот план заключался в том, чтобы немедленно вернуться в Россию и возглавить процесс примирения. Святейший задумался, ничего не сказал, не мог ответить. В Сан-Франциско у нас была своя программа. И вот когда мы уже из Сан-Франциско полетели на восточное побережье, он попросил, чтобы я подошел, сел рядом с ним, и он сказал, что он подумал, и что он считает это предложение верным, и что он просит меня войти в контакт сразу с политическими силами, чтобы можно было наладить переговорный процесс. Митрополит Кирилл сам пошел в блокированный Белый дом с миротворческой миссией. По инициативе церкви 1 октября в Даниловом монастыре начались переговоры между политическими противниками. Все это проходило очень тяжело, но на самый последний момент, когда уже стало ясно, что нужно выходить на какие-то решения, нами был сформулирован очень разумный компромисс. Я не буду сейчас на нем останавливаться. Очень такая разумная политическая схема выхода из кризиса. И когда я ее озвучил на заседании, то все очень возрадовались. И представители президентской администрации, и представители правительства, и Белого дома, и сказали, что мы готовы идти по этому пути. Более же всего возрадовались силовики. И ко мне подошел генерал спецслужб, так обнял меня и сказал: спасибо вам, владыка, потому что ведь если бы вот сейчас не решили этого вопроса, нам бы пришлось идти стрелять. И вот с таким энтузиазмом как бы к концу стали подходить переговоры. И это был уже на следующий день, когда вдруг мы узнаем, что начались неуправляемые какие-то процессы или кем-то очень хорошо управляемые, которые привели к кровопролитию мэрии, затем Останкино, ну и уже по другой логике пошло развитие событий. Но даже то, что произошло, конечно, страшным и кровавым уроком, но думаю, что если бы церковь не участвовала в этом миротворческом процессе, то мы могли бы оказаться свидетелями крупномасштабной гражданской войны. Вот поэтому, с одной стороны, это были трагические события, с другой стороны, оборачиваясь вспять, я с благодарением Бога свидетельствую, что это был некий час истины для церкви. Церкви, которая не имела опыта общения реального с властью, которая только что вышла из-под гнета, из диктата, церковь запуганная, притесненная. И вдруг у нее хватило сил инициировать миротворческий процесс, выступать с инициативами, приемлемыми для всех, и ясно продемонстрировать свою готовность защищать народ в условиях гражданского кризиса. 90-е годы – судьбоносное время для церкви. Коренное изменение политической ситуации потребовало от церкви больших усилий по преодолению менталитета гетто, который сложился за долгие годы ее вынужденной изоляции. Если раньше служитель церкви общался почти исключительно со своими прихожанами,
то теперь священник столкнулся лицом к лицу с огромным числом невоцерковленных людей. Если раньше священник не выходил с проповедью за стены своего храма, то теперь для него открылись возможности выступать на телевидении, по радио, в печатных изданиях. Если раньше у общества была своя жизнь, а у церкви своя, то теперь церковь оказалась вовлеченной в общественную дискуссию по основным вопросам современности. И здесь важную роль суждено было сыграть отделу внешних церковных связей и лично его председателю. Здесь начиналась работа со средствами массовой информации, работа с вооруженными силами, начало работы в социальной области, молодежная работа. Все было здесь, вот в этом кабинете, где мы сейчас с вами сидим. Здесь возникали все эти проекты, возникали какие-то основы новой концепции, что и привело в конце концов к созданию независимых уже от отдела внешнецерковных связей синодальных отделов. Это и отдел по социальному служению и благотворительности, по религиозному образованию. Они собирались все вот так называемой службой коммуникации отдела внешнецерковных связей. Мы заложили как бы основу этой работы. С 1994 года паства митрополита Кирилла – это миллионы телезрителей. Ни один православный проповедник до сих пор не имел столь огромной аудитории. Создавая программу «Слово пастыря», митрополит Кирилл сразу решил, что должен стать для зрителя собеседником, близким и понятным. Поэтому в кадре он появился без клобука, а стилем общения с камерой выбрал экспромт. Первые 3 года программа рассказывала историю Ветхого и Нового Завета. Говоря о библейских героях, митрополит Кирилл показывал, как их судьбы соотносятся с жизнью современного человека. Формат программы со временем менялся. Иногда это были беседы и со студентами, и с учителями, и с летчиками. Когда передача стала получать от телезрителей по 600 писем в месяц, ее решили полностью посвятить ответам на письма. Профессионализм ведущего поражал опытных работников телевидения. Он говорил без бумажки, без суфлера, все записывал с первого дубля и точно укладывался в хронометраж. Удивительное у него качество, что он может четко говорить столько, сколько нужно говорить. Вот он понимает, ага, говоришь там 3 минуты, ага, 3 минуты, угу. Ну сейчас, да, давайте, мотор. И пошел мотор. И он эти 3 минуты точно скажет. Ну, бывает так вот, ему руку поднимешь там за секунд 30, что, мол, осталось 30 секунд. И все, и точно уложится. Даже взойдя на патриарший престол, Святейший не отказался от своей телевизионной кафедры. Ну вот просто пример из нашей повседневной, сегодняшней жизни. Причем вопросы отбирает лично, и самые злободневные. Митрополит Кирилл был председателем ОВЦС на протяжении почти 20 лет. На нем лежала основная ответственность за защиту канонической территории Московского патриархата от различных посягательств. Не просто складывались отношения с католической церковью. Что касается заграницы, то тоже все было очень непросто, потому что после распада Советского Союза очень многие восприняли территорию постсоветскую как поле для миссионерской деятельности. Сюда хлынули различного рода сектанты, а иногда и не только сектанты, конфессии, с которыми мы были в диалоге. Одних надо было остановить, пристыдить, сказать, что это невозможно. Мы не могли допустить никакой двойной морали, чтобы на каких-то международных встречах мы друг друга братьями называли и какие-то резолюции подписывали, а в России, в Украине, в других местах сражались с ними, потому что они пошли широким фронтом в наступление на наш народ. И должен сказать, что по милости Божией эту волну ведь удалось остановить. Митрополит Кирилл придавал большое значение диалогу с исламом и другими традиционными конфессиями. Такой диалог приобретал особую значимость в ситуации, когда на пространстве бывшего Советского Союза разворачивались межнациональные и межэтнические конфликты. Председателю ОВЦС удалось выстроить добрые отношения с российскими старообрядцами. В свое время, в начале 70-х, митрополит Никодим инициировал решение Синода Русской Церкви об отмене клятв на старые обряды.
Однако лишь в 90-е годы при митрополите Кирилле началась работа по подготовке полномасштабного диалога со старообрядцами. Цель этого диалога, по словам митрополита, заключается в том, чтобы устранить вековые средостения непонимания, настороженности и отчужденности. Особой заботой митрополита Кирилла было окормление русской диаспоры за границей. Для самого владыки за годы на посту председателя ОВЦС самым радостным событием стало подписание акта о восстановлении канонического общения Русской Православной Церкви с Русской Зарубежной Церковью. Именно он предложил модель соглашения, которая была принята обеими сторонами. Я еще ребенком молился об этом на Карповке у отца Иоанна Кронштадтского. Потому что знал, что отца Иоанна Кронштадтского очень почитают наши зарубежные братья. Как пробил час освободить русскую церковь от гнета, и это произошло без всякого нашего участия. Никто из священников русской церкви на баррикадах не стоял. Просто Господь сказал: все, хватит, и перелистнул страницу. Вот так же примерно Господь сказал: хватит, и перелистнул страницу разделения внутри Русской Православной Церкви. Акт о восстановлении церковного общения был подписан в 2007 году патриархом Алексием и главой зарубежной церкви митрополитом Лавром. Вскоре после этого судьбоносного события отошел ко Господу митрополит Лавр, а в декабре 2008 скончался патриарх Алексий. Митрополит Кирилл был избран местоблюстителем Патриаршего престола. Я тогда был епископом венским и австрийским, и на поместный собор приехал из Австрии. Когда ехал из аэропорта на такси, молоденькая таксистка, увидев, что я священнослужитель, спросила, зачем я приехал. Я говорю: на поместный собор выбирать патриарха. Она переспросила: выбирать? А разве есть другие кандидаты? Настолько очевидной для всех казалась кандидатура митрополита Кирилла. Изволением поместного собора митрополит Кирилл стал 16-м патриархом московским и всея Руси. Избрание его на патриарший престол стало закономерным и естественным итогом всей его обширной церковно-дипломатической и просветительской деятельности, всего его долгого церковного пути, начавшегося в послевоенном Ленинграде. Женева, Смоленск, Калининград, кабинет председателя ОВЦС в Москве – весь этот колоссальный опыт был необходим человеку, которому Господь вручил посох предстоятеля Русской Церкви. И в этом смысле вот этот опыт убеждает меня в том, что самое главное для человека, особенно вовлеченного в церковно-дипломатическую работу, никогда не терять религиозного измерения своей жизни и своего труда, отдавать себя в руки Божьи. Причем отдавать полностью. И просить только об одном: Господи, вот я кисточка в Твоих руках, рисуй сам, пиши эту картину, я не буду Тебе мешать. И Господь сделает то, чего не сделает ни один самый выдающийся церковный руководитель.